Bugün Gorki ismindagi zavodına negiz salınuğa 128 yıl dolu umayından Yaşarözən şəhərinin maqtovli grajdani, zavod veterani German Серебренников истәлегенә мемориаль токта ачылган. Без әлеге тантанада. Города Зеленодольска. Выдающимся ветеране акционерного общества Зеленодольский завод имени Горького, занимавшим должность генерального директора с 1984 по 1995 годы. Его биографию, конечно, то, как он трудился, какой его жизненный путь, приехал по направлению в наш город, родился далеко отсюда и поэтапно, постепенно прошел путь, возглавил завод и очень много привнес в развитие завода и в целом в судостроение нашей страны. Сегодня действительно мы открываем мемориальную доску большому человеку. И пока мы о нем помним, он всегда живой. Еще хотел бы вас поздравить с праздником, с Днем завода. Сегодня нам 128 лет, и мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что заказы, которые мы строим, они участвуют и в спецоперации, они работают и по перевозке, пассажироперевозке. Мы в настоящий момент работаем и в сухопутье, потому что понимаем, что работать нужно там, где просит Родина. Торжественный момент открытия памятной доски уважаем всеми нами Герман Глебович. И всех нас поздравить с днем рождения нашего завода, потому что где бы я ни был, завод Горького считаю нашим заводом, нашим родным заводом, который нас всех объединил, приезжих ребят, девчат, я молодежи обращаюсь, которые уезжают. Мы все приехали, в том числе Герман Глебович, полюбили Зеленодольск. Работали, работаем и служим Отечеству для того, чтобы сегодня защитить нашу страну, всю цивилизацию от фашизма. Мне всегда приятно было поговорить с ним, потому что он всегда может сказать, а вот у нас было так, а у нас вот так и так делалось. Дело в том, что в жизни получается так, что многие вещи по кругу ходят, и все, что хорошо новое, это хорошо забыто старое. Открыто. Ваши аплодисменты. Ответное слово предоставить дочери Германа Глебовича Серебренникова. Татьяна Германовна, несколько слов просим вас сказать в этот момент. Спасибо большое всем, кто пришел. Вот сейчас очень модно говорить одним словом. Я бы сказала верный. Он приехал в Зеленодольск в 1954 году по направлению и прожил здесь всю жизнь, хотя были какие-то предложения там в Москву, в Севастополь, еще куда-то, где лучше, слаще, веселее. Но мы остались в Зеленодольске навсегда. Друзья, которые были с юности, остались до последних дней. Он не менял друзей. Он был единожды женат. Он занимался спортом всю жизнь. Но самое главное, что меня поражает им мое поколение. Может быть, ветеранам это не странно, а нам и более молодым, наверное, очень сложно понять, как человек всю жизнь проработал на одном предприятии.